Друзья, сегодня у нас необычный эфир, и со мной в студии не Никита Полосков, а всем известный в нашем городе корреспондент и медиатренер Ренат Музафаров. Всем привет! Милана, я думаю, надо рассказать ребятам, почему сегодня такой необычный выпуск. Да, и все потому, что у нас в гостях наши юные коллеги, ребята из школы телевидения Media Kids, которые побывали на всероссийском медиафестивале тренинге «Детям дали камеру». Привет! Милана, я знаю, что ты тоже ездила на этот фестиваль. Предлагаю тебе присоединиться к команде, а мы пока посмотрим твой влог с фестиваля. Большие молодцы. Я надеюсь, что в следующем году мне удастся побывать снова на этом фестивале. Честно, я прям рад, что я прилетел. Мне там очень понравилось. Итак, юные коллеги, вы все участники прошедшего всероссийского медиафестиваля «Детям дали камеру», так ведь? Да. Лично мне бывать на таких фестивалях никогда не доводилось. Может быть, вы мне расскажете, что из себя вообще представляет это мероприятие, Вова? Мне там очень понравилось на этом медиафестивале. Там было очень много разных звезд и тренеров. Ну, может, ты расскажешь, какие конкретно тренеры посетили это мероприятие? Я не помню. Там был Александр Молочко, кстати, мне безумно он понравился, очень классный человек. С ним можно было прям свободно пообщаться, и вот это очень круто. Арина Данилова была, финалистка «Голоса дети». Еще кто был? Артур Тарасенко очень хорошо рассказывал, все было понятно, интересно было слушать. Очень интересно. Вообще медийная культура богатая на формы проявления. Это телевидение, радио, это интернет, видеоблогинг, возможность заглянуть за кулисы и изучить процесс изнутри. Как-то повлияло на ваше видение профессии будущее? Лера, расскажи, пожалуйста. Мы увидели, как все происходит с другой стороны, набрались много опыта, научились, как вести себя на съемках, знаем, как все происходит, и теперь я примерно знаю, в каком направлении мне нужно двигаться, поэтому, мне кажется, да, повлияло. Милана, мне известно, что тебе выпала возможность попробовать себя в качестве автора телевизионной рекламы. Расскажи, как это было, а может даже покажи. Хорошо. Ну, в общем-то, для начала нам сказали придумать идеи для нашего ролика, то есть мы собрались небольшой командой из 8 человек и начали придумывать. Когда мы уже придумали, на следующий день начались съемки, мы поехали на место, то есть в торговый центр «Радуга», и там нам нужно было выбрать место для съемок, то есть локации. Выбрав их, мы начали снимать. Мне на самом деле очень понравилось, это был для меня новый опыт, потому что я в рекламе никогда еще себя не пробовала, то есть только на телевидении. Ну, мне понравилось. Кстати, нас снимал уже профессиональный оператор, который работает на БСТ, и это очень круто.
Может быть, мы заценим в таком случае? Давайте, Есть такая я возможность? с В удовольствием. моей передаче мне удается включать видео по щелчку пальцев. Хочешь попробовать? Давайте. Мам, ну это же радуга. И это была реклама Уфимского торгового центра «Радуга» в эфире Сибайского телевидения. Далее будут данные реквизиты для перевода нам гонорара за прокат видеоролика. Шучу. Хорошо, ребята, а какие самые яркие воспоминания вы привезли с поездки? Может быть, удалось пообщаться с ребятами, которые разделяют ваши интересы с других городов, независимо от географического положения? Зария, Зенира, Родион, поделитесь, пожалуйста. Мне очень понравилось на фестивале. Жалко, что он длился 3 дня. Мне понравилось, как вели медиа-тренеры. Еще нам показывали фильм про Уфу. Мне тоже очень понравился. Как называется фильм, напомни, пожалуйста. Из Уфы с любовью. Это тот самый, который недавно вышел, да? Ага. А Зария? Мне очень понравился концерт Арины Даниловой. Это было начало, у нее был очень классный мастер-класс. Там было 7 советов. Мне понравилось. Это та самая девочка, которая на голосе исполняла со стаканчиками, да, номер? Да. Давай напомню. Ага. Ну и поделись, пожалуйста. Мне тоже очень понравился мастер-класс Арины Даниловой. Я узнала побольше о ней. Узнала, как снимать видео. Еще, все, в принципе. Ну и давайте в целом, ребята, как было? Очень круто. Все было организовано просто на высшем уровне. Мне понравилось. На следующий год поедете? Обязательно. Ну что ж, ребята, отлично. А давайте теперь посмотрим ваш сюжет с фестиваля. На осенних каникулах в Уфе состоялся второй всероссийский медиафестиваль «Тренинг. Детям дали камеру». Огромное количество детей со всей России прибыло в столицу Башкортостана, чтобы получить знания в области медиа. Отрадно, что в нашем городе есть ребята, которые интересуются телевидением и видеоблогингом. Именно они и отправились в столицу нашей республики. Целых 3 дня с утра до глубокого вечера телешкольники были погружены в атмосферу телерадиожурналистики и кино. Все мастер-классы и тренинги проводили знаменитые медиаперсоны, такие как Александр Молочко, Артур Тарасенко, Арина Данилова, Марсель Сабиров, Светлана Лобанова и многие другие. У некоторых из звезд нам удалось взять эксклюзивное интервью. Поделись, пожалуйста, впечатлениями своими о фестивале. Я очень рада побывать здесь, и вообще, в принципе, мне очень все нравится, и вся организация, и все ребята, у которых есть большая цель стать кем-то в этой жизни. И это очень здорово, что всех объединяет одно творчество, одно большое дело. Вы большие молодцы, я надеюсь, что в следующем году мне удастся побывать снова на этом фестивале. Ты вообще в первый раз проводишь мастер-классы? Это был 3-й мастер-класс за мою жизнь. И я очень рада, что все прошло хорошо. И поддержка зрителей очень важна. Вот. Честно, на фестивале здесь детям дали камеру первый раз. В прошлом году он был, и вот в этом году второй раз. И честно, я прям рад, что я прилетел. Мне прям очень понравилось. И если бы, наверное, я был школьником, да, и хотел бы что-то интересное покреативить, я бы прилетел бы сюда. А что больше всего запомнилось? Сегодняшний мастер-класс. Вот со второй группы, с первой так, но они просто, их было очень много. И там были дети там, по 7, по 6 лет, с ними вообще нужно отдельно работать. То есть у них внимание заканчивается через 45 минут. Им нужно отдыхать потом еще 45 минут. И больше они не выдерживают. Вот, а мне же пришлось, 1,5 часа, и приходилось постоянно собирать внимание. Вторая группа, они уже, понимаешь, более все взрослые такие, от 10 лет это уже нормально, это считается уже взрослые. Вот. И, ты видела?
Ты участвовала? Да. Вот. И это было круто. Мне это очень понравилось. И поэтому у меня я прям зарядился. Вот я же сказал, что у меня батарейка полная теперь, full battery full. Ты участвуешь как участник на фестивале «Детям дали камеру». Как думаешь, ты прошел на каком-нибудь кастинге? Но сейчас я больше, наверное, пробую себя, то есть в разных темах, то есть телевидение, радио, там, формлен тут тоже вот пробую. Ты был сейчас на пресс-конференции. Какой вопрос тебе больше всего запомнился или понравился? Интересный был вопрос очень про звезды, получается, какая температура минимальная была. Ребятам удалось не только получить новые знания и опыт, но и отдохнуть на медиа-вечеринке вместе со звездами. Очень здорово, что детям, заинтересованным в области теле- и радиоискусства, такие фестивали помогают развиваться творчески и дают возможность реализовывать свои мечты. Школа телевидения Media Kids специально для детского времени телекомпания СТВ. Вот такими насыщенными были прошедшие дни, а наше эфирное время подошло к концу. И если вам есть что рассказать, пишите в нашу группу ВКонтакте, которая так и называется «Детское время». Или звоните к нам в редакцию по номеру 5 14 95. А с вами были ведущие новостей Ренат Музафаров И Милана Семерякова. Всем пока!